Территория была затоплена каской. И там сейчас ничего про толком не растет. Теперь можно? Далее? Давай. Моя версия. Да. Вот то, что он говорит, 1 метр или 1,5 метра землю с собой взяли, а гумус потом еще наполнился. Не может. Это Не. бессмысленное занятие брать с собой землю. Во-первых, Ага. на dünya dünya худшдаться, дальше очень. Во-вторых, после того, как он пристал к берегу, он сделал то, что мы все видим, но на этот вопрос не отвечаем. В горах можно вести только террасное земледелие. Террасное земледелие. О да, террасное земледелие. Но на всех животных он пропитание не делал, он делал пропитание себе. 4 человека и 4 семьи. Я 80, я 100, 80, ну 100 человек, холодер, грубо. Террасное строительство, так, надо у агронома задать вопрос, за какое время навоз превращается в гумусный слой. Не шишо модельное, а отсюда круг, плодородно. Во-вторых, и гумусный слой удобрений мое, который не полный чернозем превращается, а превращается в удобрение. Любые донные осадки, лямчка, амабаха, саланчак, варианты. Но при разбавлении, там, если ты по разным климатическим зонам поедешь, допустим, Азия, одна ровная глина, мелчо, саланчак, а глина осталась. Глина смешанная, агрономам вопрос задать дадись, как образовать гумусный слой. Глина или осадочной породы, ил там, или еще что-то, перемешанное с навозом, это и есть плодородная почва для того, чтобы посадить семечки, вырастить растения. Хорошо. Террасное строительство. Гумус еле есть. Как он может, не успел выйти сразу, побежал эту самую землю таскать и сажать? Да они Нет. не вышли сразу. Для того, чтобы землю под шихадием он запасы делал. И не мог он не делать запасы. Запасы имеют Примечание вопроса. Навоз, трясин самое, короче. Если животные на нем жили, они просто не могли, утонули в этой трясине. Значит, мягкий навоз, другое дело, если они до какое-то время куда-то переселили это животное, за это время он мог подсохнуть, и они могли на нем ходить. Я поэтому говорю, специалист, вопрос задать. Нет, 100 коров, делают коровник купольного типа или ангарного типа, и навоз вообще не убирают. Навоз застилают. Слой собирается. Конечно, именно этот слой там, почему все коровники, давайте этот вопрос зададим за технику. Как коров выращивают без уборки навоза. Это делается, навоз, слой появляется, там застилается соломой. Навоз появляется, застилается соломой. Метр, и коровник и за счет того, что нижний слой начинает подгнивать, выделяется тепло, и отопление коровам не требуется. Там сегодня эта система полностью действует. То есть таким путем выращивают животных. Так что вопрос возникнут, да, надо, это я говорю, потому что я это знаю. Но надо эти вопросы задавать. Сила в том, чтобы этот вопрос задать специалисту. Там сформировать надо вопросы для специалистов. Зафиксировать этот вопрос. И давайте озвучим. Канал есть будет, у кого канал есть, по-моему, канал. На канале надо форум образовать, где вот эти вопросы высвечиваются. И на эти вопросы тот или иной специалист представляется по всему миру, кто заинтересован, и дает ответ, опираясь конкретно или Библию, или Коран цитируем, говорим, сура такая, аят такой-то. Он точно так же может сказать, книга там такая-то, страница такая-то, или что говорит там Павлов, или там мы, Милвар Арвай, который там кукурузу заставлял сажать всех. Специалист, конкретно источник. Там ни одна книга, ни один фильм не может быть серьезной.
и ни одно печатное издание без ссылки на те или иные откуда источники информации. То есть вот ответы получать со ссылкой на тот или иной источник информации. И хадуличи, мы на все вопросы получим ответы. А мы, сталкиваясь с тем или этим, должны задавать вопросы вот этим всем специалистам. Любой, даже нелепый вопрос, вот в группе я с одной стороны поддерживал, я мало там участвую, я не замдуев, я с кое-чем не согласен. Ограничить нужно политика, вот то, что нас не касается, непосредственно ограничить. Политика, изначально мы с тобой говорили, политика полностью отсекается. Так, на личности переходить тоже не нужно. А остальные, даже юмор, чурвялок, раз нужно понимать, что телефон не безразмерный. Целый день в ахуе, по 100, по 200, что вся задача заключается в вешаться его, хажаться его, ты только занимаешься тем, что и телефон ценишь. Так, и так, раз, хажал на вас, меры не знаешь. А в остальном плане, забор есть, мы же люди обыкновенные. Так, и забор есть, то есть не каждый способен серьезным лицом сидеть и серьезный вопрос задавать. Кто-то с юмором задает вопрос, кто-то стесняется сказать, что у него какие-то знания есть, он как-то спать-тишка. То есть и группу нужно оживить свекой. Ты босс, ты решаешь, и таким путем сформировать вопросы всем специалистам. Вот кажется, какое отношение Ноев ковчег имеет астрономия. И это важно. Прилив-отлив был или нет астроном? Вопрос. Может, Луна была, может, в момент потопа Луна появилась, не появилась. То есть тут 1000 вопросов. Все области науки, мне кажется, нужно задействовать. Да? По всем направлениям Масана Пурбаду вопрос задавать. Так, долго целяешь, трезвых людей много, отсечь можно будет. И в форме треугольника хильч, даудация или Не-не-не. Сказался в том, что он, Ноев ковчег подразумевается, что это всего лишь навсего островок. Он показал, вот, поплывет, вот. Да. Это достаточно. Просто треугольник все время поворачивается. Здесь, чтобы понять, объяснить. Допустим, вот он треугольник, подул ветер отсюда. Здесь площадь борта. Любой, кто занимается восточным единоборством, знает, что карате, повернуться надо боком. Он говорит, площадь у тебя уменьшается удара. Если ты поворачиваешься лицом, у тебя площадь удара большая. Куда изду, ветер дует, площадь большая, он начинает его нести. Так он раз, площадь старается уменьшить. Когда флюгер сандует, он сразу поворачивается острым углом, и ветер отсекает. Он может на одном месте крутиться. Об этом я и говорил, волнорез. Да. Волна ударяет сбоку, он сразу разворачивается острым углом по волне. Да. примерно иштеки, но дючам презнасон, энти видео от YouTube чохилаха, чохиду и хаташду, царн хаэт алгетарсо. Именно треугольник хилар иштхилар инвалида, ой бусудина дешмос на дюш хазаквен. Треугольник хилла хинти чобохченаха, ой инвалям ждос, кон примерно гина кон дакка мел дакка. لق لام شل يق تلغين شت يتشاد هذا حريز قرآن آية بوصو وات إيش تعدو يشخل شيء سام إذا رسونا كنسا تو جنيت سكن سخاسون دعور ياتسأل عن كمال خل ديلي يتأتى بوص إذا وظلنا شت يش دار شد هذا حريز خل قصدي أن أراد خل جودي خل زار مولا إذا تعشي كويش خذ عدو يخذ خل رأسه تشنا وتشنا يخذ خل لا أرسل إذا أزولنا شو هنز تابوتشار ياكل شتورم هو كليسو باروسي خاطر ستا اللي إزدي واسدش دلاه تسخل سيد خاطر إيمن أحمد بوخر تريوغل خيل شيء تقطع ولنا نو خبوخ تصديوش حوزة حوزن بوخر تعديوش حدي عنده يقصد إنه طول حال إذا تمتر حالاتين شو تاعها هنز تغنى كعبة دولش متر دعدخن
كعبة خيش واحدو تشدال وخيش لات الحل أيدين دو بوج والدي تيت من دون مرات تون هنز ولا حاجة تقولش بوشناخ مدرة أواف دين تيجر يوخ حدي عنده يا إذا هنز يفلناش هنزي ترى خا هنز أما باخرة ملدوق كرابل بكوا ودار خلجي تكل دور ترى من بوش اللي تونا مش صور بيسات مترو خلجي إيش كل شيء ترى لبهم حق دايق وترى دو خندات إذا يمن يتريو قولن خلال باندوش يتخوّ تريو قولن خلال باندوش تيجي شيء نقولنا تو ديوك شو بوك كتك كلا حوزة على دايدوش دوز كتعمد اتولى أرسون ألشون إذا إيش جوس كخلي إيش تخلي تعال كمان دلقا إن زمان تيجينا تمايم تقعدش يوقع يتقين شو تب تفنى إلست تشين خلي شيء إيش خلال باندوش إيش تعمل على إخيتنا إيش خلال شيء لقلام إن شاء الله يقع تلغين إيش يشهد هذا حب ورتوس قاميلو القرآن آيته بوش دقيقة إذا أما بوخد إيش تخلى هون ده إيش تخلى شيء ما سوسراز داس دو خردوس أو إيمنا полностью أما بوخد دوغ بورتني по 15 по 20 метров толщина борта يلاها но إيش تخلى كيس أوند وزبالنا وتسونامي نو دوغ هنداتيس داتيت نسويس شادوش متى داتاشلز كمان إز دبون تاع لديوش باشان خايت سون بيلا Янцова Бог, что ли, плоти, я всегда склонялся к этому плоту. Чего это плот овца, известен, чего Иисус. Хунда эльчи, что она положение и лила. وإز خل شيء إز И версин, и русу сенсус плюс храните, жюри ламбер и хатпат. Может, после уже, когда она стояла, щели остаются, герметичный сарайчик. Оно туда могло войти грязь вовнутрь. И войну, а больше и видите, и грязь. Там, смотри, структура идет до 4 метров чернозема, под ним идет пару метров ГПС, под ним идет уже глина, желтая обычная глина. Да. И вот эта глина между вот этими балками как раз таки и находится. А голубая глина? А синяя глина или Синяя. это мы только сейчас нашли в 20 с чем-то метровой глубине, но она по вертикали, если смотреть, это там не меньше 15 метров. Синяя глина, интересный вопрос. Да, синяя глина. Да? Да. Ну, там Там алмазы должны быть. Полоса расширяется, вешается. Полоса Да, расширяется. синяя глина, это подразумевает, что там углерод превратился или в уголь, или в алмаз. На воздух вытаскивают, вот Смотри, раз твердее. до этого этой глины мы не видели вообще. Не видели. И сейчас там идет просвет где-то сантиметров 40, полностью забитый этой глиной. Но вот и там сколько ни бей, она вся она, ничего больше. И такого просвета у нас не было. Расширяется, видишь, мы Сейчас не знаю, мы дошли чуть-чуть, вытащили, но денундацию. Просто людей нет. Конструктивная критика. Можно? Изначально, естественно. Надо. Где-то из ширины уже. Критиковать ты сам. На вопрос, который у меня есть, а на который я ответ не могу найти. Сега, Кенга, сухил вас шкапата я что увидел? Плато, стена и обвал угловой. И вот здесь где-то вы начали копать. Так вот, на уровне вот этого обвального, примерно вот типа удвигали лакуна, ошнем. И примерно на высоте 1-2 метра я вижу какие-то улыбшуцы. То есть это Край. грань, ДПС. совершенно верно. Так, вот он мог только при определенных условиях появиться. Вот это весьма интересно. На него ответ тяжело найти. Войны дуаха задержи. Ну, мы сейчас, если войдем внутрь, если нам это получится, на все вопросы мы получим ответ. На все. И на всех специалистов вопросов. Я слышал предание, Бактачна Вич, когда этот ковчег будет найден, что все специалисты, именно строители, очень сильно удивятся его конструкции.
воксер, висер. Конструкции вообще часть была до того трудно. А вот сейчас мы, пока мы где-то первые несколько метров рубили, там и штырк, а сейчас, после вот этих ровных плит, она идет вообще мне непонятно. Идут вот такие балки с клиньями, идут какие-то поперечные так непонятно. Я не понимаю. У меня фантазии не хватает, я не строитель. Я не Ну, могу ладно, рассуждать и обсуждать то, что там внутри. Сенгинок, эти жербовые метки, знаешь, все видели его. Просто неудобные вопросы, он заставляет задавать, да, которые противоречат основной версии. Гравийный участок копать намного легче. Да. Мы уверены, что высота 50 метров, что это борт целиком. Вот доказательная база или опровергнуть это можно было бы, если гравийный слой посмотреть, насколько он углубляется. Мое любопытство, что удовлетворить, я бы копал и посмотрел бы. Эти метр, 6 метров, по метр, и гравийный слой ела, да? Это означает, что когда-то верхней части не было, его можно уже не рассматривать. Была только нижняя часть, гравий качивался. Ну, это объективный вопрос, если он даже неудобный вопрос, он все равно заставляет ответ получить. Жало, тяга от уровня, жало, гейн, будет, значит, на этом уровне была вода. Везде, где бурили, одна и та же структура. Чернозем, жал, глина. И потом уже идет плиты. Так вот, плита идет почти с самого верха. Гумусный слой Юхайсон, именно Цундеев мы могли это доказать, что предположить, что это корабль. Дай мне закончить. Смотри, то, что ты пещерочно выкопали, это уже доказательство. Это музей. Музей, Да, это доказательство рукотворности идут сюда. В гущу, что там все это рукотворно. Все в гущу. Уважаемые. Нет, тут вопрос по-другому, вопрос другой. После 7-8 метров тогда камень начинается. Нет, структура, шум динак, Сверху, 7-8 метров. До гравия ее сверху, от гравия вверх метров 10 из структуры плит. От гравия? Да. Ясно. 100%. Нинцы, горбой плата, борт идет, где вы копали. В моменте чуя глад, дела, мух, дела, вот если это взять за горизонт, вот здесь вот так, я глад, в моменте, ищ слой 100% вона, дуйба, и гравийный слой, гравийный слой, Толук шмичада, да. Вот вы где-то вот здесь копаете, я так понял, или может быть на этом уровне. Но именно по кругу этого, вот здесь гуча, существует слой. Если этот слой идет вот так, да, здесь гумусный слой, здесь фуниадина, что-то. Но если он идет сюда, то можно это уже не рассматривать, что это является... Правильно? Не, я вот рассматривал, смотри. Да. Вот этот гравий, вот их вариант. Во многих местах. Когда мы борт очищали, вот инсан иштагал гон хатис гравий положение грунте, вот их вариант. Да, это сомнений нету. Бог пьянта в мертвый шехилма есть геологический слой эрфул гуше. Сундел бахс, если его копнуть, если он, ты получишь. Дядька Льёв свой первый, а как гулянул, а сучок, саму вылез, а левый, вот видишь. Я все равно данные получал. И вопрос, копать дешевле, это очень важный вопрос. Там неожиданный вопрос. Ну-ка, да, но там специалист, товарищ, дует, Левина, и Хавали, Голдина, Хавали, свой гомогеняк, дует, геолог. Да пошли вы, да он специалист, он понимает, что и слой ела.
Поэтому нам нужно на него предварительно получить Я ответ. тебе одну интересную вещь расскажу. Хавари Хавол из Казани, Хавари Беляевой, зав. Кафедры биологии. Когда мы ему все показали, Колги, чем вообще Алумадат, это рукотворно однозначно, даже не спорю. Но он признал, что это просто Я старый еврей, я не верю вашему ученому. не, ну ты можешь быть кем угодно, делать. Пожалуй, я с Симферопольского университета, я на спелеологической экспедиции, они по пещерам ходили. Их я притащил, все показал, и они только ахнули. У них нечего было сказать против. Я их убедил. Они ошарашенные уехали, обещали приехать, все сделать, что возможно. Но как только они добираются до своих университетов, все, они уже больше с нами не контактируют. Он луку говорится. Сейчас надо видеть, там пирамиды стоят, все видят, все туда приходят, все ахают. Но там Бог начинает говорить, а я там вот это видел, кто-то то-то видел. И появляется тот или иной специалист, который может аргументировать и сказать, что вообще пирамида сама по себе образовалась. Специалист. А с Богу куду? Я к чему веду? Сегодня придет человек, поохает, тебе да скажет, уйдет, и тебе негатив даст. То есть 1000 человек, которые поверили, он даст им информацию, чтобы они не поверили. Так лучше самим задать неудобный вопрос и получить на него ответ, который будет, что мы не боимся неудобных вопросов. Мы на все вопросы пытаемся ответить. Вот это Любой правильно. вопрос должен быть задан. И чем больше, чем больше критики мы сами можем делать, да и друг другу. Марат у нас гуру, мы все... Гуру, гуру, не знаю. Тебе надо было видеть лицо этого Беляева, когда он кешишка, кладбище пришел, посмотрел на эти чувства. Сказали, там, на каждом есть, или на чурте рисунок, треугольник, или же сам чурт треугольник. Он пошел, походил, с вот такими глазами пошел. Они знали! Я говорю, чего знали? Что это ковчег? Вы знали, конечно. А почему вы забыли? Ничего себе Бога. Сколько тут войн было, тут не дожил, быть дожил. Mesela sömkir, sam alers. Аса духовёв первый сюда çok işçi. И через стекло дехкандуй дать это луч даст восприятие. Я просто хочу тем подняться и ковчег, что голове его. Началось все волноваться, знаешь, да, что стало, учиться, вот Аллах синим тигл. Нет, кается, с нем фешлил, я просто, ты не хочешь это озвучивать, озвучиваю я, что не из вас, Вот даму долдел, откуда все началось, все было впервые много, да, отцу. Только он цену мечату махаев, макжату, дальше, гуртким, гушту там. Ну и халга и гуртким дул, дать его по халай был, его просто, там не нахушма, да, а хох он на муха, и дехтендул, и сурту, и чего важный сурту, мастерга, и не свой, остяевой, осумантяевой, там, оттуда все начиналось. Сок он даешь син тигла, там марха умаю, чтобы луч образовался, нужно какое-то закрыть солнце там или еще что-то. А тут чистое небо, синее, дагуштого сорта, облаков нету, яркое солнце, и именно на это место луч светит. Вот оттуда он начал задавать вопросы, и тут дал Гойтинду. Він зопошає объяснить. У этого снимка есть предыстория. Это Туслерчи. Я вот как раз октябрь Барнацев там, короче, дожди были, проехать не можешь, посмотреть, что это такое. Вот так, Туслер, Верхов, Терхов, там, Баров. Я специально зимой
поехал. Зимой, если вчера ушла, я холод не выношу, не уложу его. Ну, специально зимой поехал туда, как раз Волжка, другой год, маленький сходный, через 20 Волжка. То есть здесь ушляк, шаг, я отошел в сторону, сделать именно это место снять, на что оно похоже. Даже это на Урцахаджи гениале, я бы его все равно изучал, или потом гениале. А тут как ответ на мои мысли, прям Эмур Хаджи. И я просто, мягко говоря, офонарел. Увидел этот Год снимок. Это 16-й год, январь. А, Я обалдел, когда этот увидел луч, показывающий, как ответ на мои мысли. Дом был, сами. И луч, После этого, год я его изучал. Хандек, бурбурца, вот, закрыл свой рот. Все, я его изучал. И когда я нашел несколько таких признаков явной неместности этого объекта, как-то после этого я его обидел. Марат, и луч, а сурт дакли, луч агин дакндо, или сурт дакли, то сурт агиньон, луч. Шурт так, ну, пусть гуша. Луч, хал, Ясно. луч, заметьте, на сурт дакхети, но А ватса. сурт нет, сюда вот. А сурт я. Ну, сурт, А а сурт сурт, раз я эту фотографию увеличил. У меня глаза, что стоит больше, сам ты, это Говорила Бог. Инти болит. Хоко масича Бог мадиньо, не один год его, аша сон лахса дала, аша хазнен сон Богна. А канза даже если хокума десять чиды, хазнен сон док фонду. Подняли информационный бум. Любое мероприятие имеет свою историю. Так, историю, да? Я Ситен вопрос поднял. Дух съем, все, популяризировать, да, там выкладывать все. Но правильный долг, он мог и дать эл, не только эл, откуда все начиналось, вот так-то, летопись, вот этот год было вот так пытался столько-то лет доказать, вот так пыталось, вдруг произошло вот это событие, объединились, хастовишь, кому нужно отдать должное, отдать, хотя бы уже это необходимость. Любое мероприятие, тем более такого масштаба, требует свою историю. То есть надо написать историю. Начало, вот, Тигаду. Я вот это пытался сказать. Чтобы вопрос задавать, эту историю надо сформировать. Я увидел в этом знамение. Оран хотя бы в переводе Мазара Яхта. Особенно. Там написано. Вот, И оставили мы его как да, знамение. оставили мы его как знамение. Сколько кораблей рассыпалось, подчеркивается, что он сохранился. Я увидел в этом луче, проказывающем прямо на него. С тех пор я его год изучал, и левый борт этого, даже и генералча, я уже видел, что это объект не местный, я уже объявил когда, что он похож. Только после этого я начал левый борт изучать. И с тех пор все вот эти факты, которые мы находим, только подтверждают. Их море фактов, километрами, тоннами доказательств. Но никто не хочет его признавать, хотя уже практически это доказано. Это доказано. Элчин, ты опять Ага, вот простую вещь, одну простую вещь скажу. Жил сколько сотен лет официальная наука доказывает, что Бога нет, тратит на это колоссальные силы и средства. Это уже пришли к выводу, что Бог есть. они-то так. Наука Но доказала. они-то доказывали до сих пор, и они из этого русла они не вышли. Отдельно ученые. Отдельные ученые вышли, наука в целом не вышла. Уже признали нам, что божественное начало всему. Слушай, Уже научно доказанный Да. факт. А Вела 20 инвалид, очень говорит, он уже доказал, что ну, от
того, что он доказал, сама наука еще. Учебники не изменились. Часть. Совершенно не Да, изменились. учение Дарвина все еще в школах. Да, наша школа.